В истории каждой национальной литературы есть писатели, творчество которых представляет собой высшее достижение национального словесного искусства. В казахской литературе это Мухтар Әуезов. Он великий писатель, общественный деятель, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки. Мухтар Әуезов родился 28 сентября 1897 года в Чингисской области Семипалатинского уезда. Умер на операционном столе 27 июня 1961 года в Москве. В 6-летнем возрасте заучивал стихи Абая и читал их самому поэту. В 1910-15 годах учился в Семипалатинском городском пятиклассном училище. В 1915 году поступил в Семипалатинскую городскую семинарию, а в 1919-20 годах Мухтар Әуезов работает сотрудником заведующей казахского отделения Семипалатинского губревкома, выпускает газету «Казак тілі». В 1924-25 годах преподает в Семипалатинском техникуме учителей, выпустил журнал «Тан». С 1946 года писатель, академик Казахстана, доктор филологических наук, профессор. Мухтар Әуезов награжден орденами Трудового Красного Знамени «Знак почета». Именем Мухтар Әуезова назван Институт литературы и искусства Казахстана. Вершиной его литературного наследия является многотомная эпопея «Путь Абая». В последние годы жизни писатель работал над созданием новой эпопеи о наших современниках «Племя молодое». Мухтар Әуезов пришел в литературу сразу звездой первой величины. Его пьесы, рассказы, повести «Енлик Кебек», «Карагөз», «Бәйбіше тоқал», «Серый лютый», «Выстрел на перевале», «Лихая година» и другие свидетельствуют о зрелости таланта молодого писателя. Художественный талант писателя был универсален. Он внес огромный вклад в развитие казахской драматургии и театрального искусства. Исключительной популярностью пользовались его лекции и выступления. Мухтар Әуезов заслуженно признан одним из выдающихся мастеров художественного слова XX века. Его произведения – голос казахского народа, голос истории и народных мечтаний и надежд. Создавая романы, повести, пьесы, рассказы, показывая в них крушение старого кочевого мира, писатель шел от мира к человеку. Произведение писателя, как сама жизнь, как полноводная река, как движение солнца и луны по небоскребу, как степная трава, медленно поднимающаяся, но бурно колеблющаяся по ветру.